Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В городах республики в летнее время нередки случаи выпадения маленьких детей из окон или балконов многоэтажных домов. Такие несчастные случаи часто происходят из-за недосмотра родителей. Какую ответственность они несут при возникновении подобных случаев, поговорим сегодня с гостем студии Матвеем Титовым, прокурором отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних прокуратуры Республики Саха. Матвей Андреевич, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, сколько происшествий происходит с детьми ежегодно в результате, получается, безответственного поведения родителей? Но если говорить об абсолютных цифрах, да, то по итогам первого полугодия 2024 года эта цифра составляет 26. То есть это 26 смертей детей от внешних причин. Под внешними причинами я подразумеваю смерти в результате происшествий каких-либо. То есть это дорожно-транспортные происшествия, это то, что вы сказали, выпадение детей из окон, утопление, отравление угарным газом и прочие причины. Если мы берем статистические данные за аналогичный период 2023 года, то эта цифра составляет 24. Но это все сухая статистика. Надо понимать, что за каждой вот этой цифры это все-таки трагедия определенной семьи, личная трагедия определенных лиц. Скажите, а какие меры принимаются или, может быть, должны приниматься органами для того, чтобы не допускать таких случаев? Органы учреждения системы профилактики, их одной из задач, целей является защита прав детей, в том числе и право ребенка на обеспечение его безопасности. Здесь помимо такой просветительской работы, да, можно привести примеры, как установка системы оповещения противопожарной безопасности в определенных категориях семей, то есть это многодетные семьи, это малоимущие семьи, маломобильные семьи, это проведение определенных рейдовых мероприятий, например, где в несанкционированных водоемах, так скажем, на воде. Это, как я уже сказал, просветительская работа, когда, например, образовательные организации разъясняют родителям об определенных правилах безопасности их детей. Матвей Андреевич, а какие меры прокуратурой принимаются по предотвращению? Исходя из функций органов прокуратуры, органы прокуратуры – это надзорный орган. Здесь корреспондирует обязанность, так скажем, осуществлять надзор за исполнением закона, в том числе то, что я сказал по установке АДПИ, это автономные пожарные извещатели. Это также и просветительская работа, когда сотрудники прокуратуры разъясняют в том числе правила безопасности детей на определенных объектах, в том числе и на водных объектах, и в случае предотвращения выпадения детей из окон и так далее. И также в каждом случае уже гибели ребенка, да, от внешних причин выясняется все-таки и на контроль берутся органами прокуратуры причины и условия, почему ребенок погиб, чтобы в дальнейшем предотвратить аналогичные ситуации. В связи с этим у меня вопрос. Ведь всегда было так, что дети без ведома родителей отправляются на какие-то несанкционированные места для купания. И это ведь тоже было опасно. Неужели лет 10 назад статистика была иной? Не может быть все стерильно? Статистика была иной. 10 лет назад случаев было больше, их было более 30. Если по полугодию мы смотрим, да, сейчас они ежегодно понемногу сокращаются, все равно ситуация выпрямляется, но тем не менее, увы, такие факты у нас бывают. Давайте тогда поговорим о родителях, ведь бывают еще иногда такие случаи, когда наоборот несовершеннолетний неведомо становится причиной гибели взрослых людей, когда, например, зимой ребенок трехлетний закрывает случайно свою маму на балконе, и он просто не знает, как открыть эту дверь. Такие ситуации, конечно, бывают, и все-таки нужно понимать, что чаще-то ребенок становится жертвой, нежели чем родители. То, что вы сказали, это, наверное, вообще единичный случай, когда такое бывает. Тем не менее, здесь родитель все-таки дееспособен, он может позвать на помощь других лиц, ему эту помощь окажут. А у нас много ситуаций, когда безответственность родителей приводит к трагическим случаям. Например,
Вот недавний случай, когда семья пришла к воде на пляж, мать оставила детей без присмотра. Один из ребенок не умел купаться, пошел, соответственно, в воду, ввиду того, что купаться не умеет, зашел вглубь и, к сожалению, утонул. То есть здесь, видите, ответственность родителей, что нельзя, тем более на водных объектах, тем более если ребенок не умеет плавать, даже если он умеет плавать, все равно нельзя его оставлять без присмотра. А ведь не так давно был еще случай, о котором сейчас говорят в интернете, что вынули из реки девочку, которой начали оказывать помощь для того, чтобы из ее организма вышла вода. И действительно, после того, как прибыла карета скорой помощи, ну, ребенок пришел в себя, и история вся благополучно завершилась. Но здесь, наверное, надо отметить, что бездействие – это ведь тоже отчасти нарушение какого-то законодательства. Разве нет, когда человек оказался в беде, и ему просто не оказали помощь, потому что есть те, которые стараются не обращать на это внимания? Ну, таких случаев я не знаю, чтобы ребенок, например, если у нас речь идет о детях, просил о помощи, если он утонет, и ему помощь эту не оказывали, таких случаев я не знаю. Есть наоборот ситуации, когда ребенок начинает тонуть, ему начинают оказывать помощь, ввиду того, что ребенок находится в стрессовой ситуации, он в том числе может, так скажем, нанести вред второму лицу, и второй человек тоже может потонуть. Поэтому здесь наоборот бывают ситуации, когда нужно оперативно оказать помощь ребенку, при этом человек, который ее будет оказывать, должен, так скажем, хорошо плавать. Вернемся тогда к вопросу ответственности. Какую же ответственность несут родители за случаи безответственного поведения? Случаи безответственного поведения, они, наверное, я бы здесь их разделил на две категории. Это виновные, да, случаи и невиновные. Все-таки бывают несчастные случаи, да, с детьми, которых мы, увы, тоже там предотвратить не можем. Виновные случаи, здесь ответственность может быть как уголовно-правовая, уголовная, то есть, либо административная. Уголовная ответственность – это чаще возбуждаются уголовные дела по статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть это причинение смерти по неосторожности. То есть когда, например, ребенка оставили одного в квартире, открыли окно, где он имеет доступ к этому окну, он может выпрыгнуть, выпасть из этого окна и так далее. Такие случаи часто у нас бывают. Потом это административная ответственность, это все-таки привлечение родителей. В случае, если ребенку причинен вред какой-то его здоровью, то родители могут быть привлечены при наличии оснований по статье 5.35. Это неисполнение родителям своих родительских обязанностей. То есть здесь все зависит от последствий, так скажем, и обстоятельств, при которых ребенок получил либо повреждение, либо погиб. А это, получается, во всех случаях такая ситуация происходит? Ну, я говорю, опять же, надо разделять либо виновное и невиновное. Да? Есть же несчастные случаи, когда родители, в принципе, не виноваты. Ребенок, да, например, сам зашел, открыл окно, случайно так получилось, выпал из окна. Ну, какая тут ответственность родителей? Здесь ребенок самостоятельно все сделал, да. А есть ситуации, когда вот то, что я приводил пример, да, пришли с семьей на пляж, тем более если там пляж не санкционированный, там нельзя купаться, то естественно там ребенка, если он не умеет плавать, его оставлять одного нельзя. То есть здесь тоже уже усматривается какая-то вина родителей. И по этим обстоятельствам следственные органы, они дают уголовно-правовую оценку в том числе. Сколько ребенку должно быть лет? Ну, по-разному здесь, видите, от возраста не имеет значения. То есть ребенок может, и ему может быть и 10, и 12 лет, и он может не умеет плавать, например, либо у него какие-то есть задержки в развитии, да, психическом. То есть здесь все индивидуально зависит от ребенка самого. Ну, понятно, что в основном это малолетние дети, к ним нужно относиться более бережно, так скажем. Скажите, куда обращаться гражданам, если вот родители не исполняют обязанности по обеспечению безопасности детей?
основной орган, да, который призван защищать права, свободы и законные интересы детей, это все-таки органы учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. К таковым относится комиссия по делам несовершеннолетних, защите их прав, органы опеки и попечительства. Здесь любое лицо, да, в случае, если он понимает, что нарушаются какие-то права ребенка, он вправе напрямую обратиться и указать об этом. Также можно обратиться непосредственно к дежурному прокурору, прокурору республики, либо на общероссийский номер телефона 8 800 2112, по-моему. То есть обо всех фактах можно сообщить, опять же таки, напрямую, либо в органы обратиться, либо по номеру телефона. Тут органы обязаны принять этот сигнал, так скажем, да, и отреагировать соответствующим образом. Сигналы по каким поводам поступают чаще всего? Вот все-таки пляж, ледоход, катание с горки – это сезонные забавы. Часто сигналы поступают, вот недавно, например, о том, что дети находились на стройках незавершенного строительства, так скажем, то есть гуляют на заброшенных зданиях и так далее, то понятно, что здесь существует опасность, что этот ребенок упадет. И соответствующие такие сигналы, в том числе в органы прокуратуры, поступают. Здесь мы оперативно реагируем, принимаем определенные меры реагирования. А вот случаи, например, когда семьи действительно неблагополучны, потому что родители злоупотребляют алкогольными напитками, такое тоже бывает? Ну, вы знаете, вот в основном же у нас граждане думают как, что вот ребенок какой-то погиб, да, в СМИ об этом информация выплыла, да, и все думают, ну, наверное, какая-то семья неблагополучная, да, так скажем. А так вот, если из статистических сведений, да, исходить, то, как правило, это там единичные случаи, что это неблагополучная семья. Все-таки вот эти трагедии, которые бывают, да, это благополучные семьи, так как правило. То есть здесь не зависит ни от благополучия, да, такие факты тоже имеют место быть, но здесь-то больше какая-то безответственность родителей, так скажем. Угу. Получается, никто от этого не застрахован, нужно просто быть Нет, никто от этого не застрахован. Более того, я призываю родителей все-таки относиться внимательно к своим детям, да, не нужно оставлять детей без присмотра, если тем более дети малолетние, то есть до 7 лет, да, там, как до 7 лет дети. Ни в коем случае, вот то, что вы сказали, да, выпадение детей из окон, да, многие родители поставят, например, москитную сетку, да, и это у них появляется такое мнимое ощущение безопасности, да, но на самом-то деле эти сетки, они очень легко трескаются и ломаются даже под тяжестью самого ребенка малолетнего. То есть бывают случаи, когда ребенок, опираясь на эту сетку, поскольку тоже у него возникает определенное ощущение безопасности, эта сетка рвется и случается определенная трагедия. Поэтому я бы посоветовал следить за ребенком, то есть не оставлять его одного. И все-таки в жаркую погоду, да, окна, если открывать, да, ну, все люди, да, в жаркая погода, все равно окна открываются. Либо открывать их форточкой, либо открывать окна, но доступа, чтобы у детей не было, чтобы он самостоятельно мог залезть на подоконник и, в общем, иметь доступ к этому окну. Матвей Андреевич, благодарю вас, что нашли для нас сегодня время, поделились полезной информацией. Хочется верить, что многие после этого интервью сделают для себя необходимые выводы. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.